28 мая на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане состоялась двусторонняя встреча президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. На встрече лидеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. Тогда Сооронбай Жээнбеков пригласил казахского коллегу посетить Кыргызстан с визитом в любое удобное для него время. Государственный визит Касыма-Жомарта Токаева состоится 27 ноября. Нынешний визит позволит вывести кыргызско-казахские отношения на новый уровень, а также придаст дополнительный импульс дальнейшему углублению взаимовыгодного стратегического партнерства, отмечают специалисты. Государственный визит – это высшая форма визита, который подтверждает высокий политический уровень двухсторонних отношений. В рамках государственного визита президента Казахстана состоится обмен мнениями по перспективным вопросам кыргызско-казахстанского сотрудничества. Планируется подписание ряда двухсторонних документов, которые по своему содержанию будут направлены на расширение многопланового кыргызско-казахстанского взаимодействия. Ожидается, что документы будут приняты в таких сферах, как приграничное сотрудничество, транспорт, миграция, здравоохранение и другие. На этой неделе в Бишкеке также ожидается еще одно мероприятие высшего уровня. 28 ноября состоится саммит Организации договора о коллективной безопасности. В нем примут участие лидеры Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Армении, а также председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. На очередной сессии Совета ОДКБ участники обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности в рамках деятельности ОДКБ. Повестка состоит из 21 вопроса. Главным политическим документом станет заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности, которое выдвинуто по инициативе Кыргызской Республики. Также в ходе заседания будут подписаны ряд документов, в том числе связанных с финансовой и организационной деятельностью постоянно действующих уставных органов ОДКБ. Противодействие современным вызовам и угрозам, укрепление потенциала ОДКБ в урегулировании кризисных ситуаций, а также развитие военно-экономического и военно-технического сотрудничества. Эти вопросы остаются актуальными в рамках ОДКБ. В сфере противодействия современным вызовам и угрозам продолжается реализация мероприятий по формированию общего антитеррористического пространства в рамках ОДКБ как части международной системы глобального противодействия терроризму. В текущем году проведен ряд учений антитеррористической направленности. Это совместное командно-штабное мобилизационное учение «Коопсуздук-2019», совместное специальное тактическое учение «Сарытаж-2018», которое проводилось летом на территории Орской области, где принимал участие глава нашего государства. В преддверии саммита также пройдут заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности. Очередной саммит будет завершением председательства Кыргызстана в ОДКБ. Нургуль Саматова, Бактырсун Душанбеков, Алато 24.